Россия, Удмуртия, Ижевск. Город с 8 десятками общеобразовательных школ. А это журналисты, которые каждый день делятся полученными знаниями о республике. Сегодня главным героем выпуска вновь станет Александр Спиридонов, учитель начальных классов по образованию, ведущий по жизни и блогер по призванию. Он уже открыл для себя столько интересных фактов об Удмуртии, что может написать целую брошюру. Но мы прикладываем все силы, чтобы продолжить удивлять. Ну что, готов снова выйти к доске и выполнить задание от наших журналисток? Как дважды два 4. Точно справлюсь со всеми вашими заданиями. Что ж, тогда держи букет и снова в школу. Напомним правила. Пока блогер выполняет задание, журналисты наблюдают за происходящим. Получится ли у Александра выполнить все задачи, узнаем в течение выпуска. 1 сентября на улице архитектора Берша большой праздник. 375 первоклашек пошли в современную и оснащенную передовыми технологиями школу. В учебном заведении есть не только оборудованные классные кабинеты, но и пространство для занятия спортом. Мы в бассейне. Расскажите, что здесь, почему. Я уже вижу, что очень все круто. Рассказывайте. Но вообще наша чудесная школа, она рассчитана на 1224 ученика, которая включает массу современных помещений, в том числе это 2 современных оборудованных бассейна. То есть для каждого класса предусмотрены уроки плавания? Совершенно верно. Тут есть прикольная штука. Я первый раз такое вижу. Это робот-пылесос для чистки бассейна. Прыгни выше своего роста на батуте. Это вы видите сейчас малый зал. Малый? Всего лишь Это, малый? да, действительно малый зал. Здесь же у нас мы можем посмотреть, стоят тренажеры, на которых дети после занятий урочных могут заниматься дополнительно. Просторные учебные классы, светлые коридоры, медиацентр и шахматный уголок, где ребята смогут тренироваться в погоне за званием гроссмейстер. Актовый зал рассчитан на 560 ребят. Здесь установили пианино, поставят барабанные установки, экран и прожекторы для творческой атмосферы. Суп буду, компот буду, гороховое пюре буду. Волшебно. Ну что вы на меня сейчас смотрите, завидуете? Всем приятного аппетита. Изучи окрестности школы. Рядом со школой расположился парк Тишина, где ученики и их родители могут не только прогуляться среди природы, но и активно провести время. Что здесь самое интересное вообще, когда возник, почему, откуда идея? Парк Тишина расположен в центре микрорайона Тишина. Ну, соответственно, решили не изобретать велосипед,
Это благоустроенная территория с отдельной зеленой зоной для прогулок, беседками и веревочной трассой с разными уровнями сложности. Благоустройство и улучшение парка продолжит по нацпроекту «Жилье и городская среда». Обновленное пространство планируют открыть в 2023 году. Я так понимаю, что основа всего парка – это активный отдых. Совершенно верно. То есть главное направление парка Тишина – это упор на спорт. То есть веревочная трасса – это, естественно, физическая подготовка, это преодоление страхов, преодоление себя. Ну что, Саш, как тебе впечатление от сегодняшнего дня? Сердце защемило от ностальгии по школьным временам? Конечно, защемило. Крутая школа, столько всего современного и необычного. Совершенно того, чего в моей школе не было. Я желаю, чтобы в нашей республике как можно больше таких школ появлялось, потому что Удмуртия – территория будущего.